Тедди Пимблет финишировал Майкла Чендлера. Хоакин Бакли бросил вызов Шавкату Рахмонова. И Волконовский готов выйти на бой с Евлоевым. Детально об этом и не только узнаем в ближайшие минуты. Всем привет, меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. Американский боец и 6-й номер полусреднего дивизиона UFC Хоакин Бакли уже готовится поймать момент. Он заявил, что хотел бы выйти против Шавката Рахмонова, если казахстанцу после возвращения не дадут титульный бой. По мнению Бакли, Шавкат упустил свой шанс, когда из-за травмы выбыл из чемпионской гонки. Напомним, что 11 мая за пояс UFC сразятся Белал Мухаммед и Джейк Делла Маддалена, который заменил Рахмонова. Сам Шавкат ранее говорил, что UFC обещали ему бой с победителем-титульником. Но ситуация усложнилась. После победы над Леоном Эдвардсом в дивизионе появился новый лидер рейтинга – Шон Брэди. И теперь, кажется, трон качается. Легендарный Александр Волконовский в очередной раз доказал, почему его называют машиной полулегкого веса. На турнире UFC 314 в Майами австралиец одержал победу над опасным бразильцем Диего Лопесом и стал новым чемпионом UFC в дивизионе до 66 килограмм. Лопес шел вперед все 5 раундов, пытался забрать давлением и активностью, но опыт и хладнокровие Волконовский сделали свое дело. Алекс спокойно читал атаки соперника, встречал джебами и забирал обмены на короткой дистанции. Лопес подошел к этому бою на серии из 5 побед, но в этот вечер его напор наткнулся на старую добрую школу Волконовский. Итог: пояс снова там, где его давно привыкли видеть. У Волконовский теперь 27 побед в карьере. 12 апреля в Алматы на Саду-арене прошел турнир Nomad Wrestling 2. В рамках состязания состоялось гран-при с главным призом в 10 миллионов тенге и 7 суперсхваток между звездами спорта, кино и блогеров. В финале гран-при встретились Азамат Бакытов и Руслан Исраилов, которые уже боролись в финале первого турнира. Тогда победу одержал Азамат, но и в этот раз сильнее оказался экс-боец Лиги Найза. Бакытов победил со счетом 10-8 и получил 10 миллионов. Исраилов же заработал 3 миллиона. Счет личных побед между бойцами теперь 5-4 в пользу Азамата. А тройку победителей замкнул экс-претендент на пояс Найза Нургали Нургаипула, который получил 1 миллион. В одной из главных суперсхваток турнира встретились Бекзат Капашев и Марсель Нурламбек Улу, у которых произошел конфликт на одном из подкастов перед турниром. Капашев задушил Марселя и бросил вызов Наби Набиеву, на что боец из Дагестана заявил, что заставит Бекзата постучать меньше, чем за 1 минуту. Несмотря на большую разницу в весе и росте, звезда кино и боец Найза Даулет Кукжал Усербай победил актера фильма «Рекетир 3» Миржана Жунусова со счетом 6-3. Если вы смотрели, делитесь вашим впечатлением. Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волконовский не против выйти в октагон против Мовсара Евлоева. И сделать это уже совсем скоро. В интервью Fox Sports Волконовский заявил, что если обошлось без переломов после последнего боя, то он готов принять вызов россиянина через 3 месяца. Если все нормально, давайте делать этот бой, сказал Волконовский. Напомним, что Евлоев идет без поражений и в декабре победил экс-чемпиона UFC Алджумейна Стерлинга. 9 боев UFC, 9 побед. На турнире UFC 314 в Майами в соглавном бою вечера Тедди Пимблет громко заявил о себе. Британец победил экс-чемпиона Беллатора Майкла Чендлера техническим нокаутом в 3-м раунде. Бой шел напряженно, но к концу 3-го раунда Тедди дожал, и судья остановил поединок. Это стало уже 3-м поражением подряд для Чендлера, который до этого уступил Оливейре и Парье. Теперь у Пимблета 23 победы в карьере, и, похоже, его время в легком дивизионе только начинается. А вот у Чендлера 10 поражений и серьезные вопросы к дальнейшей перспективе. Смена поколений? Кажется, Пимблет думает, что да. Фанаты UFC затаили дыхание. Похоже, уже совсем скоро станет известно имя следующего соперника Хамзата Чимаева. Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос журналистов по поводу участия Чимаева в главном бою Международной недели боев. «Это было бы весело. Ждите вторник», интригующе ответил Дана. В UFC традиционно именно в эти дни анонсируют самые громкие бои лета. И, судя по словам босса, шансы увидеть Чимаева в мейн-ивенте огромные. После турнира UFC 314 между Тедди Пимблетом и Колби Ковингтоном едва ли не вспыхнул реальный конфликт. Все началось с провокации от Колби. «Ты дерешься с лохами, у которых рекорд 2-6. Запомни, ты и сам ничтожество». А ответ Пимблета не заставил себя ждать.
Я тебе, говорит, леща дам, ты сам слил 3 боя подряд. Очевидцы говорят, обстановка была на грани, лишь охранные секунданты не дали делу дойти до реального матча. Второй. Алекс Волконовский стал вторым бойцом в истории полулегкого веса UFC, вернувшим себе титул. Первым, кому это удалось, был Жозе Алдо. Алекс также занимает 2-е место в истории дивизиона по количеству побед в титульных боях. 7, уступая лишь Алдо, у которого 8. На этом у меня все, друзья. Спасибо, что вы с нами, и увидимся в четверг. Всем пока!